Влюбляться с первого взгляда в горы стало уже традицией. Ребята не успели приехать, как оказались заложниками красоты. Новые люди, новая атмосфера, все вокруг новое. Но это ничуть не смущает, когда речь заходит о молодых, энергичных и целеустремленных людях. Впереди участников ждала весьма интересная неделя. Утро начиналось с фитнеса для девушек, в то время как ребята осваивали боевые искусства. Затем, приободренные, они приступали к основной программе. Первая половина дня образовательная. Лекции по истории сменялись психологическими тренингами, которые, кстати, с удовольствием проходили участники лагеря. Здесь каждый мог выбрать для себя что-то интересное. Те, кто увлечен современными технологиями, нашли себя на семинарах по виртуальной реальности. Творческих ребят увлекла лекция по актерскому мастерству. А физически крепкие участники боролись до последних сил в спортивных состязаниях. Ребята признаются, что данный проект дал им возможность раскрыться с новой для себя стороны. Программа была достаточно хороша. Разницы возрастной никакой не ощущалось, так как все были в одном целом, одной семьей, одной командой. Понравилось то, что все заодно. Пожалуй, эта неделя самая лучшая в моей жизни, признается другой участник лагеря Роберт Аветисян. Огромное спасибо за те неописуемые эмоции и поистине незабываемые ощущения, которые вы нам подарили. Я всем доволен, мне все понравилось, я познакомился с замечательными людьми, и за это я вам очень сильно благодарен. Наверняка не было бы полноты ощущения без походов. Тут ребятам надо отдать должное. Никто не остановился на полпути. Как и подобает настоящим лидерам, они ставили себе цель, достигали ее и с новыми силами и ощущениями возвращались в лагерь. Ну, очень круто, очень красиво. Спасибо вам. Впечатления крутые. Вы впервые на МЗ? Да. Мы впервые в горах. Да, вообще. Лагерь посетил исполняющий обязанности премьер-министра страны Шамиль Адзинба. Он отметил важность этого события для каждого из участников. Вот то, что вы сейчас здесь делаете, это то, что не дает классическое образование. Да, вот в университете, там, в вузах каких-то, в России. Вот. Это очень серьезное, классное дополнение. Поэтому обнимаю каждого из вас, благодарю вас за вашу волю, выдержку, молодцы. В этом году в молодежном образовательном лагере были ребята из Южной Осетии, молодые репатрианты. Весьма активными участниками проекта стали также подопечные благотворительной организации «Кераз». Найти лидера – такова основная цель этого проекта. И она достигнута, отмечают организаторы. Успех проекта в основном зависит, и уже как свершившийся факт можно говорить, что реализован благодаря участникам, их самоотдаче, их самоотверженности, их рвению, желанию бороться, познавать себя, познавать окружающий мир. Поэтому я все считаю, что все получилось и получилось на хорошем уровне. По традиции, к концу лагеря были выявлены лидеры, которых в каждой из 6 групп представили сами же участники. Для выявления лидерских качеств зачастую надо создавать благоприятные условия. Лагерь стал именно такой важной площадкой для дальнейшей самореализации. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Завершился и молодежный образовательный лагерь «Лидер-2016». Но участники, по их признанию, будут помнить его еще долгое время. Лана Апшилава, Абхазское телевидение.